Пожали руки, следуем правилам, слушаемся рефери. Готовы? Әділ Оразбаевтың жеңу үшін үшінші экстра раундқа баруы дұрыс болады. Себебі білесіздер, аяғын берген жағдайда бірден аяқты ауырту әдісіне өтіп кететін Руслан Исраиловтың әдісі осыған дейінгі қарсыластардың барлығын дәл солай қапы қалдырған болатын. Ал енді Әділ Оразбаевты шын мәнісінде ең ауыр қарсыласы деп айтайықшы. Бүгінгі жалпы турнирдің басты фавориты Руслан Исраилов қарсы алып жатыр. Да, и действительно больше 50 километров, километров, больше 50 килограмм разница в весе. И сейчас Руслану Израилову будет не так-то просто. Да и в прошлом поединке, в принципе, против него был массировитый черный пояс по джиу-джитсу, которого он выиграл с круткой пятки. Сейчас против него Адиль Оразбаев, титулованный джудока. Выходит на ногу сейчас. Руслан Израилов выходит на ногу, будет пробовать делать излом колена. Получится ли у него теперь? Закрывает сейчас Адиль Оразбаев, скрещивает ноги, не дает ему провести болевой. Сдается сейчас Адиль Оразбаев. Скрутку пятки производит Руслан Израилов. И менее чем за 2 минуты Руслан Израилов справляется со своим соперником. Да, действительно фаворит этого гран-при. Уверенно по головам идет. Все победы досрочно. Руслан, жалпы аяғыңды бермей саған қандай балуан екеніңді айтамын дейтін. Внимание, друзья! Рефери на арене Мирлен Бимухан остановил эту схватку в первом раунде на первой минуте 9 секунде болевым приемом на ногу хил-хук. Победу одержал Руслан Исраилов! Били то место, где, как говорится, самое слабое ахиллесово пяту. Прямо хилы вырвали. Руслан, все знают, ты являешься лучшим джитсером нашей страны, чемпионом азиатских игр, самым топовым грэплером-джитсером. Вчера только приехал с чемпионата Казахстана, где одержал победу и по грэплингу, и по джиу. На пресс-конференции ты сидел скромнее всех, говорил, что, возможно, не дойдешь к победе, но ты уже одержал такие победы. Что думаешь, в финал ты как выйдешь? И расскажи про своего соперника, который является чемпионом Казахстана по дзюдо пятикратным. И в целом тебя тяжелее на 55 килограмм. В первую очередь, спасибо сопернику, большое уважение. Было нелегко, я чувствовал, что он очень физически очень сильный. Но удалось, то, что я задумал, сделать. Получилось. И надеюсь, в финал выйду. Следующая схватка, я думаю, будет самая сложная для меня. Потому что там также представитель джиу-джитсу будет, я думаю, Ислам Мамилов будет. Поэтому у нас будет самая сложная схватка. Ну, Исламу еще нужно пройти топового самбиста. Багдавлет Абызов его ждет. Я не думаю, что здесь равные. Но если даже им Ислам выйдут, 2 джитсера за выход в финал, что ты думаешь? Ты боролся с ним. Как ты это видишь, схватку? Да, боролись, но я буду рассчитывать победить. Вот. Спасибо. Сегодня у меня сетка из дзюдо не заметил, да, что... Но я это знал заранее, я всю жизнь с ними боролся, с разными. И, в принципе, для меня они очень удобные соперники. Я рад, что ты сегодня приехал. Ты знаешь, мы тебя все уважаем, как дзюдоиста, борца казак-курес. Но в целом ты сегодня провел хорошие встречи. Я надеюсь, что ты на следующем турнире будешь участвовать представителем дзюдо и подготовишься именно уже к номад-рестлингу. Расскажи о том, что произошло и в целом настрой свой. Да, спасибо большое всем, кто переживал, болел за меня. Что могу сказать? Да, есть пробелы именно в этой борьбе, что и воспользовался мой оппонент. В следующий раз вернемся сильнее, изучим эту тактику, технику. И в следующий раз, надеюсь, не дадим такого легкого поединка. Я вот всегда говорю, вы, наверное, видели борьбу Ильдоса Сметова, олимпийского чемпиона. У него в основном тоже были броски из партера, где-то болевые и так далее. И вот если дзюдоист изучит базовые приемы именно джиу-джитсу, я думаю, равных не будет. Как ты считаешь? Ну вот именно болевые на ноги у нас в дзюдо запрещены. Ну а так я, соответственно, всегда говорю, что 70%
победы зависят от партера. То есть не хватает не только бросать, но еще и контролировать в партере, переводить, делать болевые, удушающие. И вот видите, сегодня проиграл на чем? То есть, что у меня нету подготовки и даже понимания, как бороться за захват ноги. То есть сейчас мы видели, сами продемонстрировал мой оппонент, как можно с таких, как я, убирать. Ну, то есть ты, вот как базовый дзюдоист, не рассчитывал на удушающий прием или на болевой прием? Скорее всего, нет, да. Правильно, он, в принципе, технико-тактически правильно подошел, что не стал меня ломать и душить, потому что это у него не было бы шансов. А вот сделать болевой на ногу у него вышло. То есть тебе просто надо подготовиться защиты от атаки болевых на ногу, и я думаю, ты уже в следующем турнире одержишь победу. Спасибо тебе за участие. От Nomad Wrestling, от нашей лиги тебе вот такой подарок. Ждем тебя на следующем турнире. Спасибо тебе. Вам спасибо большое за организацию такую. Ну, изначально, когда я видел его встречи, для меня показался, типа, ну, как сильным соперником, действительно сильным соперником. Когда он 2 раза передо мной удосрочил, и меня в том числе удосрочил, мне показалось, что очень сильный оппонент. Я знал, что надо ноги беречь, но как защищаться именно, я об этом вообще, как бы говоря, даже не знаю. Да, на ваших экранах сейчас повтор данного приема. Здесь действительно подходит поговорка: дайте мне точку опоры, я переверну мир. В случае данного спортсмена: дайте мне ногу, я покажу вам сабмишн.